Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга White. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В центре внимания оказалась сделка по продаже более 9 тысяч квадратных метров земли в столичном районе Терново. В простонародье этот участок земли называют Сибирью из-за его неухоженности и высоких кустарников, растущих на нем. Данный участок земли был продан на закрытом аукционе за 3 миллиона 200 тысяч евро сербскому бизнесмену Николе Петровичу, близкому другу сербского президента Александра Вучича. Петрович стал единственным участником аукциона, что вызвало вопросы о прозрачности сделки. Сделка привлекла внимание не только СМИ, но и правоохранительных органов. Криминальная полиция начала проверку обстоятельств продажи, в том числе возможной роли мэра города Любляны Зорана Янковича в данном процессе. Участки, ранее принадлежавшие муниципалитету, расположены рядом с кольцевой дорогой в густонаселенном районе, что делает их привлекательными для застройки. На этих землях планируется строительство жилых и коммерческих объектов, включая 72 таунхауса, 8 вилл, 140 квартир и 2 офисных зданий. Общая площадь застройки составит более 32 тысяч квадратных метров. Рынок недвижимости в Любляне характеризуется дефицитом предложений, особенно в таких престижных районах, как Терново, что делает эту сделку особенно заметной. По данным Forbes, средняя цена за квадратный метр земли в столице составляет около 457 евро. А цены в таких районах, как Терново, могут значительно превышать этот показатель. Вопросы о прозрачности и законности сделки продолжают обсуждаться в общественных и политических кругах, и дальнейшие расследования могут пролить свет на детали этой сделки. Уже не в первый раз мэр города Любляны Зоран Янкович замечен в очень теплых и трепетных чувствах к сербскому президенту. Словения заняла 33 место из 180 стран в рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеры без границ», что на 9 позиций выше, чем в прошлом году. Но среди 27 европейских стран Словения находится во второй половине списка, всего лишь на 18 месте. К сожалению, свобода СМИ в стране по-прежнему остается хрупкой. Возглавляет международный рейтинг Норвегия. В этой стране лучше всего обстоят дела со свободой слова. А на последних местах данного рейтинга находятся Китай, Северная Корея и в самом конце этого списка Эритрея. Драма в небе над Словенией. Немецкий самолет, пролетая над Словенскими Альпами, сорвался в пропасть. Сверхлегкий самолет, летевший из Германии в курортный словенский городок Порторож, неожиданно попал в сильнейшую турбулентность. На границе Словении и Италии машину резко затрясло. Турбулентность была такой силы, что самолет резко начал терять высоту. Секунды решали буквально все. Последние секунды перед столкновением с землей пилот успел дотянуться до спасительного рычага, чтобы открыть аварийный парашют. Благодаря аварийному парашюту самолет не разбился, а повис на кронах деревьев. Мужчины смогли дозвониться до словенской службы спасения, и на помощь им пришли словенские военные. Пьяные водители на словенских дорогах создают огромную опасность для пешеходов. Напомню, что в Словении разрешенный лимит алкоголя в крови 0,5%. И это означает, что водитель может выпить примерно 2 бокала вина и в таком состоянии спокойно водить автомобиль. В пятницу вечером 64-летний пьяный водитель сбил на пешеходном переходе своего сверстника. Удар был такой силы, что мужчину отбросило на встречную полосу, где он ударился о другой автомобиль. И от полученных травм мужчина скончался на месте. Не забывайте смотреть по сторонам перед тем, как хотите перейти дорогу, несмотря на то, что вы переходите в положенном месте по зебре. Друзья, напоминаю вам, что в следующую субботу 10 мая в Любляне пройдет ежегодное традиционное мероприятие – поход вокруг Любляны, посвященный Дню Победы. В годы Второй мировой войны Любляна была оккупирована сначала итальянскими, а затем немецкими фашистами. И вокруг Любляны находилась колючая проволока. Колючей проволоки давно уже нет, и Любляна расширилась. Но ежегодно люди в память о погибших совершают свой путь по местам, где раньше находилась колючая проволока оккупантов. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 37 тысяч человек. В этом году я планирую пройти этот путь уже в 3-й раз и приглашаю пройти его вместе со мной. Более подробную информацию об этом событии можете посмотреть в моем кратком репортаже у меня в Инстаграме.
И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Послезавтра в Любляне от плюс 14 до плюс 16. Дождь с грозой. Спасибо, Алиса. И вам спасибо. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!